В прямом эфире Якутия-24 новости экономики. В студии работает Нургуяна Иванова. Здравствуйте. Рост валового внутреннего продукта России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%. Объем ВВП страны в текущих ценах составил 109 триллионов 362 миллиарда рублей. Наибольшее влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих и обрабатывающих производств. Главам регионов Дальнего Востока нужно координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Об этом сообщил полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев. Так, по его словам, нужно внимательно следить за ценами на жилье. Он добавил, что на получение ипотеки уже подали около 8 тысяч заявок. Трутнев также считает, что параллельно с развитием программ ипотечного кредитования в округе необходимо поддерживать проекты, связанные с деревянным домостроением. Жители Якутии с 3 февраля могут подавать заявки на получение льготной ипотеки под 2% в более чем 30 филиалах многофункционального центра республики, практически на всей территории региона. В настоящее время заключен договор о сотрудничестве между официальным агентом банка Дом.РФ в регионе, Республиканским ипотечным агентством и МФЦ Якутии. Цель работы – выстроить механизм по приему от населения документов, кредитных заявок и в последующем выходить на сделку для кредитования под 2% на строительство жилого дома или приобретение частного дома на вторичном рынке. При этом сроки подачи заявлений и их рассмотрения должны занимать в среднем 5-7 рабочих дней. Новый водоузел появится в Якутске в 2022 году. Его строительство позволит выполнить дефицит напора воды в действующих сетях и обеспечить водоснабжением планируемые к застройке кварталы южной части города. Производительность объекта – 1500 кубометров, стоимость 867 миллионов рублей. Из них требуемых инвестиций 852,5 миллионов рублей. Реализация проекта начата за счет собственных средств предприятия. Кроме того, запланировано строительство канализационного коллектора. Это вызвано перегруженностью двух действующих. Стоимость объекта составляет 2 миллиарда 264 миллиона рублей. Канализационный коллектор с перекачивающими насосами будет построен вдоль улиц Чернышевского, Автодорожная до набережной города, далее до 203-го микрорайона. Реализация данного проекта тоже начата за счет собственных средств водоканала. На текущую дату разработана проектно-сметная документация, выполнены работы по строительству колодца и здания насосной станции. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2023 года. Ленское объединенное речное пароходство в Якутии готовится к навигации 2020 года и планирует перевезти 1394 тысячи тонн грузов, в том числе осуществить северный завоз. Отметим, что в прошлом году ЛОР перевез 1364 тысячи тонн грузов, что на 6% выше, чем объем 2018 года. Грузооборот составил 1245 миллионов тонн. Работники закрывшейся обогатительной фабрики «Алроса» в Айхале будут трудоустроены на другие предприятия. Всего сокращается 222 рабочих места. 120 человек уже распределены по другим подразделениям компании. Остальным работникам, которые пойдут под сокращение, будет выплачена 4-месячная средняя зарплата. По данному вопросу создана рабочая группа. Ситуация находится на контроле правительства республики. Якутия первой вступила в федеральную программу по решению проблем обманутых дольщиков. От федерального центра получено 660 миллионов рублей. Это значит, что в этом году будут решены проблемы 259 обманутых дольщиков. Напомним, что ранее выплаты получили около 100 человек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.